Здравствуйте! Вы на канале Коми Рыбак, и сейчас я вам покажу, как я делаю продольник. Кто-то, может быть, делает его по-другому, у каждого свои методы, но если вы смотрите мой канал, то вы, наверное, заметили, что эти продольники работают довольно так неплохо. Итак, приступаем. Что для этого надо? В каждом водоеме есть своя рыба. Именно для такой рыбы, как ловлю я, река Печора, язь, хариус, сиг, то основная леска вполне достаточно лески 0,8. Обычная клинская леска, не надо там флюорокарбон, ничего. 0,8, 0,9 можно вот так вот. Обычная леска, но вот в таком виде очень неудобно с ней работать. И я заранее ее разматываю, и она у меня вот в такой вот катушке получается. Из-под плетенки, катушечка, и с ней вот очень удобно, она как бы так вот вы замучитесь распутывать ее. Сначала распутываем, потом катушечку. Это основная леска 0,8-0,9. Поводки я ставлю леску 0,5. Тест 21 килограмм здесь у меня, этого больше чем достаточно. Даже если брать половину, она вполне выдержит любого язя, хариуса, можно и даже налима, потому что на реке Печора может попасться налим. Лично я ловил до 3-4 килограммов на продольнике сей год, пока налима не было. Один был маленький, я его отпустил. Так, что делаем? Ну, естественно, крючки. Крючки тоже подбираем из того, что какая рыба есть в вашем водоеме. Я вот использую вот такие вот крючки. Я не знаю никакого номера. Ну, вот. Видно? Вот такой вот крючок. Он как и для язя, так и налима выдержит, хариуса. Сезона 3-4 его вполне достаточно, а если нормально хранить и следить за ним, то еще и больше. У меня некоторые продольникам уже лет 10, наверное. Но так обычно они долго не сохраняются. То их унесет коряга какой-то, то ее засыпет, то вода резко поднимется, уплывет. Количество крючков. Раньше я делал до 10 крючков, теперь я делаю 5-6 крючков. Этого, я считаю, вполне достаточно, потому что чем длиннее продольник, рыба, когда попадает, он запутывается, естественно. Ну и ножницы. Все, приступаем. Ну, естественно, мотовильца, куда вот я беру, вот, когда у меня новые продольники, беру просто кусок картона. Сюда наматываю готовый продольник. Потом я вам на реке покажу, где у меня хранятся все продольники. Поехали. Для начала, как я не замеряю ни линейкой, ничем, вот у меня крайний поводок у меня будет находиться здесь. На крайний поводок леску можно чуть подлиннее, полметра, сантиметров 50. Остальные поводки я делаю сантиметров 20, не больше. Сначала приготовим основную леску. Для этого здесь у нас будет первый поводок. Вот так. На полный хват руки, вот лично мне достаточно, можно даже чуть больше, но не этого. Делаем вот просто двойной узел. Раз, два. Двойной узел. Затягиваем. Почему двойной? Потому что одинарный узел может гулять по леске. Двойной он уже никуда не денется. И сантиметра 1,5-2 сантиметра отойти в сторону делаем такой же двойной узел. То есть у нас получается 2 двойных узла рядом. Раз, два. 2 двойных узла. Все. Тут у нас один крючок. Тут готово место для другого крючка. Видно? Таких получается, если для 6 мы сделаем конец. Раз, два. Еще нам 6 таких двойных узлов надо. Опять заступаем. Чтобы удобнее было, прямо пользуемся, чтобы не протягивать постоянно леску. Лучше промотаем катушку также. Раз, два. Один двойной узел.
2. Второй двойной узел. Готово. Второй. И поехали. И вот здесь будет у нас 5-й крючок. И к основанию, то есть к грузилу продольника, сделаем просто 2 таких расстояния. А, у нас 6, 6-й же. 6 все-таки. 6. Сделаем 2 таких основания. Раз. И 2. На конце тут просто делаем двойную петлю. Вот такую двойную петлю. Раз. И 2. Все. Основание у нас готово. Вот такая двойная петля. Все готово. Это можно убирать. Это основание у нас готово. Теперь приступаем к поводкам. Привяжем крючки к поводкам сантиметров 20, не больше. Раньше я делал их методом проб и ошибок. Длинные поводки, но они ни к чему. Они запутываются на основании лески и скручивают весь продольник. Так что 20 сантиметров самое оптимальное. Крючки вязать, я думаю, вы все умеете. Я вот лично вяжу, я не знаю, видно будет, не видно будет. Просовываю через колечко. Свободный конец возле... Через основную, через прямую леску продеваю. Раз, 2, 3. Потом в полученную петлю возле кольца, которая продеваю леску. Раз. И верхнюю петлю продеваю 2. У меня получается вот такая петля. Видно? Вот такая. Смачиваю. И затягиваю. Она уже никуда не денется. Это самый простой и самый надежный узел. Лишнее отрезаем. Теперь примерно, я говорю, примерно делаем 20 сантиметров примерно, вот такой примерно длина. И также делаем двойной узел. Раз, 2. Одинарный может развязаться. И стягиваем. За одну потянули, за другую потянули. Лишнее отрезаем. Вот у вас должен получиться вот такой поводок с крючком. Так, на темном лучше вот так видно. Вот такой вот поводочек с крючком, видно? Все. И таких делаем 5 штук, 6-й можно сделать длиннее. Поехали. Все. В принципе, у нас все готово. Осталось только прицепить крючки к основному поводку. Ладно. Что для этого? Так, у нас здесь основание. Поехали. Складываем картонку в петлю
продеваем основание, у нас получается вот такая петля. Этой же петлей будем, когда будем бросать продольники, будем крепить груз. Основная веревка, бутылка, груз. Груз продеваю сюда, там у меня два узла, чтобы туда-сюда не гуляло. И вот точно так же оно будет у меня держаться на основной веревке. Вот для чего нужна вот эта петля. И все. И начинаем плавно завязывать. На такую картонку можно хоть 10 продольников замотать. Но если ты на реке и картонка промокнет, это, естественно, не пойдет. Но пока ты дома, изначально можно намотать на такую картонку плотную. Так, мотаем до первых узлов. Вот они, первые узлы у нас. Длинный у нас пойдет на самый крайний. Вот так берем. Тут петля у нас. Тут два узла. Продеваем и крючок петлю. Все. Вот. Получилось вот так вот. Так, на черный видно. Вот этот поводок ходит от узла к узлу. Дальше он не пойдет. Видно? Вот он. Туда-сюда ходит. Вокруг своей оси крутится, что не позволит основной леске замотаться. Если привязать его, раньше как я делал, вот такую петлю делал, и к петле привязывал, то это все замотает и будет не есть хорошо. Еще один полезный момент, если леска крутится в одну сторону, когда заматываю, то поводок желательно прицеплять с другой стороны. Вот. Для чего это делается? Когда будем мы разматывать, это ускоряет процесс. Раз, и все. Если же мы поводок зацепим вот так по ходу лески, то это придется искать, где этот поводок находится при разматывании. Лишнее время, короче. А так мы будем разматывать. Короче, леска крутится в одну сторону, поводки в другую. Все, погнали. Это мелочь, но как бы экономит время капитально. Итак, цепляем все поводки. Количество поводков делайте сколько хотите, но я вам говорю, не делайте много, потому что попадут 2-3 рыбины, запутают так, что ты будешь сидеть и просто терять время на распутывание. А так 5 крючков самый оптимальный. Вот. Поводок ходит от узла к узлу и спокойно крутится вокруг своей оси. Вот так вот он спокойно крутится, что не дает рыбе запутать леску. Вот и крайний крючок, то есть он передний. Мы также, тут можно сделать простой узел, можно сделать такую же петельку. Мы сделаем петельку. Я так делаю петлю, потому что мне так больше нравится. Также двойной узел. Двойной узел. Лишние
кусочек отрезаем. И все, вот этот длинный поводок, это у нас будет крайним. Его можно сделать немного подлиннее. Я уже заметил неоднократно, что вот этот крайний поводок работает лучше всего. Раньше, в старину, вот я помню, наши деды, отцы на край основания вешали кто еловую веточку, кто кусочек деревяшки, чтобы была натяжка. Ничего не надо. Если течение нормальное, синее, вполне достаточно. Потому что эта елочная ветка, она гуляет, и бывает так, что замотает на течение, что мама не горюй, потом не развяжешь. Вот у нас смонтирован продольник, еще один. Сегодня я на реке, сегодня я специально поеду и покажу вам, как закидывать этот продольник в воду. Закинем мы с вами еще один продольник, новенький, и потом посмотрим, попадет сюда что-то или не попадет. Так что до встречи на реке, я вам покажу, что с этим продольником делать дальше. Поехали! Ну вот мы и на реке, светит солнце, видно деревню, село Покча, 300 лет в этом году ему. Погода наконец-то устаканилась. После 3 дней штормового ветра с дождем. Это не погода была, это был Армагеддон полный. Ну а мы, как я вам обещал, сейчас будем устанавливать новый продольник, который мы сделали дома. Теперь мы на реке поставим. Вот у нас уже есть небольшой улов. 3, 4, 5, 6 подвязков. И там 3 окушка, что ли. У нас все готово к установке продольника. И поехали. Живцов мы тоже поймали. Так, надеюсь, видно. Ну что, приступаем. Вот тот продольник, который мы сделали, намотали на картонку. Так, находим крайний крючок. Крайний крючок. Так. Обычно я его в сторону пихаю. Да, вот так есть, нашли. И поехали. Вот он. Такие крючки у меня. Так, видно. Надеюсь, видно. Вот так вот сделаем, чтобы лучше было видно. Вот такие крючочки. Не знаю, какого они номера. И поехали. Берем живца. Это есть у нас гальян речной гальян. Малек. Вот подплавник, мякоть, не задевая позвоночника. И все. Вот так. Готово. Можно на червей, можно на кукурузу. Пробовал, не клюет. Я скажу вам сразу, от соленой кукурузы только крючки ржавеют. Так что не советую вам. Вот так вот потихоньку разматываем, насаживаем и отпускаем. Второй крючок. И пускаем по течению. У нас оно, крайний поводок, он все идет по течению. Никаких грузов дополнительных, ничего. Все идет по течению. Пусть плавает. Третий. Также за хребет. Подплавник, то есть. Четвертый. Можно за глаза пробовали, но это кто как. Вот такой вариант тоже как бы можно. Аккуратно в глаз. Снизу, ниже глаза, вот там мякоть есть, нащупываешь мягкое место, не задевая мозгов. Это надо тоже определенную сноровку. И малек вот так вот получается. И когда он по течению, создается впечатление, что он сам плывет. Когда под хребет он боком, ну как бы попадает так и так. В принципе, можно вот так вот насаживать. Как бы показываю вам способы наживки, как насаживать. Это уж сами определитесь, кому как больше нравится.
Можно чередовать раз так, раз так. И потом запомнить и смотреть, как лучше. Но мне кажется, чем в глаз, вот так вот быстрее, чем там искать. Если пробьешь мозги, малек сдохнет, тоже мало хорошего. Все, крайний крючок. Так просто быстрее. Главное не повредить позвоночник. Тоже, если кто знает, кто насаживал, он знает, кто впервые, опыт приходит с годами. Все. Теперь вот у нас такая петля. На краю мы делали вот такую петлю. Вот она у нас выглядела вот так. Вот так вот выглядела. Мы ее просунули сюда, чтобы на картон замотать. Вот так же петлю оставляем. Вот у нас груз. В данный момент это пружина от машины. Веревка, бутылка. Как бы тут, надеюсь, все ясно. Сантиметров 30-40 от груза делаем узел. Это на тот случай, чтобы продольник не пошел по веревке вверх. И все, пропускаем. Груз может быть совершенно любой. Можно даже кирпич. Можно, какая бы железяка не была, но главное, чтобы не сносила. Все. Вон, получается у нас тут... Не видно, не видно? Надеюсь, видно. Петля, сильно не затягиваем. Все, она вот дальше, выше вот этого узла не пойдет никуда. Она вот так вот натянет, и оно будет возле дна находиться продольник и все мальки. Соответственно, вот такая вот веревка у нас получается. Так, если я 1,70 м, грубо говоря, 1,70 м и 1,73 м, ну, около 4 метров у меня получается веревка. И вторая бутылка для подстраховки. Вторая бутылка уже получается дырявая, с водой. Можно выкидывать ее уже. Где-то, видать, пропускает, дырочка есть. Все готово. Теперь вот так вот я делаю. Эти бутылки отпускаю с лодки, чтобы не мешались. И как бы стараюсь подальше от лодки. Если вода прибывает, кидаю ближе к берегу. Если вода убывает, кидаю в ту сторону лодки, на середину. Ну и все. Вот так вот. Раз. И все. Груз ложится на дно. Продольник ложится на дно. Мальки все ложатся на дно.